от лица организаторов и всего организаторского состава поприветствовать вас в этой солнечной республике Ингушетии на соревнованиях, на фестивале скайранинга Джейрах 2024 и на этапе Кубка России в дисциплине вертикальный километр. Участники массового забега собрались у подножья Столовой горы задолго до старта. Все уже морально подготовлены к преодолению непростого маршрута дистанцией 3200 метров, набрав высоту в 1 километр. Это все-таки горы, поэтому и солнце, и дождь, и ветер может быть, поэтому участники готовы ко всему. Ингушская трасса скайранинга уже 3-й год подряд включается в чемпионат Кубка России. Участники-профессионалы уже понимают, с чем им придется столкнуться. Многие давно полюбили этот маршрут благодаря красивому пейзажу. Анастасия Рубцова в прошлом году смогла финишировать здесь первой, заработав 100 баллов в копилку общего зачета Кубка России. Планирует снова повторить свой прошлогодний успех. Все спортсмены сильные. И я проводила такой достаточно для себя сбор 3 недели в горах, немножко подустала, но надеюсь, пробегу, все равно хочу постараться пробежать. На 3-й этап Кубка России собралось 52 альпиниста со всех уголков необъятной России. Здесь можно встретить участников из Дальнего Востока, Сибири, центральной части России и Приволжья. Дмитрий Крылов приехал из Нижнего Новгорода. Не имея разряда в альпинизме, он планирует наравне с профессионалами преодолеть вершину Цейлома. Это возможно, так как параллельно с Кубком России организаторы соревнования устроили и фестиваль скайранинга, разделив участников на 2 категории. У меня была давно мечта поучаствовать в вертикальном километре. И поскольку я готовился к забегу на Эльбрус, то есть это моя мечта забежать на Эльбрус, потому что я поднимался, но знал, что туда еще и забегают. Для меня все время были эти вот люди, которые туда забегают, какие-то герои, и я хотел к этому мероприятию, вообще к этому движению приобщиться. Но самым неожиданным участником Кубка России стал Эзачиэль Минани, представитель африканской страны Руанда. В его родине находятся 5 горных вершин, где он активно участвовал в подобных мероприятиях. Он получает высшее образование в Москве и решил попробовать свои возможности, преодолевая ингушские высоты. По-моему, здесь очень похож на свои страны, потому что Руанда называется страна 1000 горных. Везде в стране есть горы, поэтому я здесь чувствую, как я дома. Все участники собрались у стартовой прямой, а после команды начинается массовый забег. Не сбиваясь с маршрута, спортсмены скрываются из вида. У них нет времени на передышку или восстановление сил, так как этот этап может сыграть ключевую роль при итоговом подсчете очков. Сегодня участники, кто забежит, получат баллы за свое участие. Эти баллы в дальнейшем пойдут на итог Кубка России. То есть, кто получит больше баллов, тот, соответственно, станет победителем всего Кубка России. Предыдущие 2 кубка уже прошли в Красноярском крае и в Республике Бурятия. Вот сегодня, получается, Республика Ингушетия. Следующий этап пройдет в Кабардино-Балкарии. Поселок Терскол с забегом на Эльбрус. Уже в воскресенье на этом же месте скайранеры проведут соревнования Кубка России по дисциплине гонка, который будет направлен на выносливость. Участникам нужно будет преодолеть расстояние в 20 километров, а учитывая горный разреженный воздух, этот марафон заставит выложиться атлетов на все 100. Идрис Ижиев, Адам Гулоев, Али Зязиков, Магас 24.